Тысячи уйгуров и тибетцев, проживающих в различных странах Европы, провели протест против Китайской Народной Республики в Женеве, где проходит 42-е собрание Комитета ООН по правам человека. Участники протеста выкрикивали следующие лозунги: «Свободу Восточному Туркестану и Тибету», а также «Прекратить гонения и пытки над уйгурами». После подписания договора о поставках вооруженных беспилотных летательных аппаратов в Сербию, китайские полицейские начали патрулировать оживленные районы Белграда, посещаемые китайскими туристами. Возросший авторитет Китая на Балканах вызвал беспокойство западных стран. Основной задачей полицейских, прибывших из провинции Хэбэй, является обеспечение безопасности китайских туристов и мониторинг проекта «Один пояс, один путь». Министр внутренних дел Сербии заявил, что к концу года ожидается 40% рост в потоках китайских туристов. Египтяне снова вышли на площадь Тахрир с протестами против революционера Сиси, обвиняемого в коррупции. Мухаммед Али, организовавший протест, призвал Министерство обороны задержать Сиси. Полицейские приказали закрыть магазины и торговые центры вокруг площади и арестовали некоторых участников протеста. Видеообращение Мухаммеда Али подтвердило слухи о расколе в рядах армии, в которой немало противников Сиси. Власти США ввели санкции в отношении Национального банка Ирана. Напомнив, что США всегда готовы к военному решению вопроса, Дональд Трамп сделал следующее заявление: «Иран остался без денег. На самом деле можно было с легкостью решить данную проблему. Единственное, что требуется от Ирана, это отказ от спонсирования террористов». В свою очередь, руководитель Центрального банка Ирана Абдунасир Химяти заявил, что введение очередных санкций в отношении иранского банка показывает, насколько мизерны возможности США для влияния на Иран. Во время учений Центра-2019, организованных Россией, Китаем и Индией, были использованы баллистические ракеты «Александр-М». Высокофункциональные ракеты «Александр-М», способные поражать цель на расстоянии до 500 километров, заняли место систем АК-23, запрещенных после подписания соглашения о ядерном вооружении среднего диапазона в 1987 году.